Вот такая лесная дорога. Сейчас эта дорога пойдет до вырубки. Потом вдоль вырубки мы выйдем на основную трассу, по которой я ехал сюда. Даже плюс в этом, что я сейчас пешком иду. Потому что весь сырой я. Вспотел очень сильно. И сейчас я спокойно буду идти и немножко подсохну. Когда уже будем ехать, не так буду сильно мерзнуть. Хотя все равно прохладно будет. Надо придумать насчет лобового стекла. Вот. А в остальном все хорошо. Идем, наслаждаемся. Вот так. Такой лес, зимний пейзаж уже у нас. Все в снегу. Эту сосну придется проскочить. Ну, это нормально. Обычно вот тут зимой постоянно косачи живут. Ни одного следа. Ни одного следа, ребят. Ни одной зайчишки. Ни одной куницы следов. Ничего нету. Все. Наш лес просто остался без живности, без ничего. И не знаю, когда-то это восстановится или нет. Но хорошей, красивой охоты не ждите. Сразу вам говорю. Так что пока будем собирать чагу. Ходить. Я сейчас вот это смотрю, вот бесконечная дорога. Блин, сколько я прошел. Я там зигзагом вдоль реки шел. Каждый поворот старался обойти. Да. Отличный поход получился. Просто отличный. Вот я рад тому, что вот это сегодня я выбрался в лес. Долго думал. С утра встал. Темно. 16 метров в секунду. Очень сильный ветер. Думаю, бля, идти, не идти. Надо собрать себя в кулак, собраться и выехать. Потому что в лесу уже совсем другая картина. Сейчас уже ветра практически нету. Да, и днем как бы ветер гудит, а внизу все хорошо. Так что этот поход хороший. Не знаю, что будет дальше. Когда я выйду, когда смогу в следующий раз сходить в поход, но сегодня я рад. Просто люблю я ходить по тайге. Вот именно ходовая. Просто хоть поход, хоть ходовая охота, это мне нравится. Чем рыбачить. Рыбачить не очень. Вот, ладно, иду дальше. Вот тут вырубка. Дорога раньше вон там шла, по которой я сейчас шел. Сейчас пришлось вдоль вырубки нам не идти. А здесь уже трасса начинается. Вот. Я здесь и проеду на мотособаке. Здесь самый кратчайший путь. Тут, конечно, никто не ездил. И на пустыре тут снега нормально уже. Надеюсь, проеду я здесь на мотособаке. Да, приличненько уже. О. Да, проеду, думаю. Все, короче, по трассе сейчас шурую. До следов, где у нас мотособака. Потом направо пойдем. Где-то еще 1,5 километра. Не меньше. Вот этот подъем еще поднимусь. И поверну направо. Потом уже по тайге до реки пойду. Тяжеленький путь будет. Там, как ни странно, местами вообще снег глубокий. Надеюсь, справится этот альбатрос.
И в одном месте вот забыл включиться там. Но когда буду ехать, я включусь, конечно же. Там сырое место, блин. Хотел по льду, думаю, ровный участок, лед замерз. А на льду там вода. Сантиметра 3, наверное. Туда не стану, конечно, лезть. Во-первых, катки потом будет забивать снег. Во-вторых, обледенеет сани. И тоже будет снег прилипать. Вот. Нормально, такой пеший поход. Конечно же, без рюкзака намного легче идти. Поэтому я там оставил. А техника для этого и нужна, чтобы ездить и возить. Чем на спине лучше. Вот я сейчас пешком налегке пойду, а уже на альбатросе. Пускай немножко время больше потеряю, но зато сам как бы для себя легче. Вот такие следы остаются. Тык-тык-тык. Ни один переход, никакой. Вообще никаких мелких пушных. Ничего нету. Даже белок нету. Шишек нету. Раньше шишек очень много на деревьях было. Еловых собирали, в лесхоз сдавали. Сейчас вот одну историю расскажу. Все равно идти. Чем молча идти я. Когда я работал, я там в лесу сучкорубом работал. Сучкорубом 5 лет. Чисто вот топором рубил. Вершинки. Сучья, вершинки. Потом уже трактористы тащили там лес. И лесхоз в то время еще принимал вот эти шишки. И некоторые наши односельчане, ну не так много людей с нами ездило, конечно, и места на УАЗике не было, чтобы возить вот таких, кто мог себе подзаработать там. Потом не помню, как они приезжали, может на лесовозе или еще на чем. Но несколько людей приезжали и собирали вот эти шишки еловые. Они здоровые, длинные, блин. 10 сантиметровые. И за день, не знаю, не помню уже сколько мешков. Ну дофига. Мешков они набирали. Холод такой. Минус 20. Весь в инее человек собирает. А когда топором машешь, то тепло тебе, жарко. А когда вот эти шишки собираешь, руки двигаются, сам тело не двигается и холодновато. А шишек много было очень. Ну вот, с тех времен уже прошло много лет. И вообще как-то сейчас деревья бесплодные стали. Вообще шишек нету. Бесплодица полнейшая в тайге. Деревья вот так. Без шишек. Птицы, звери. Хрен пойми, что творится в наших лесах. Просто не могу сказать. Ну вот. Поболтал. Вот здесь опять глубокий снег. Я говорю, вот там я ехал. Вообще с нагрузкой. Собака ехала. Потому что здесь, как ни странно, очень много снега было. И есть он. Вон, колея такая. И вот туда я уже... Здесь сейчас я выеду. И поедем вот так. Туда-сюда, блядь, час по времени еще уйдет. Вот эти дохранища. В скором времени уже мотособака не будет справляться. К сожалению. Хорошая техника. Экономичная и... Ну вот. Снег, конечно, для него глубокий, просто он не сможет, не справляется. Ну, буран есть. Бураном, если что.
Он-то приятно. Главное, чтобы тоже было зацепление. Если нет зацепления, то вот так же тонет. А когда есть зацепление, он прет как танк. И за собой еще тонну груза может тащить. Просто легко. Выше тонны не могу сказать. Может, застрянет. Все, в общем, иду уже снова по таежной такой тропинкой дороги. Вот. Сейчас заведу, здесь развернусь сразу. Отвлекаться на что-либо я не стану. Уже надо ехать, пока не стемнело. Снегу брать оттуда. Так. Немножко подогрею и поедем. Снега тут очень много, блядь. Видите, с ручкой как удобно. Никакой беды. На дорогу оставлю пока. Фу. Все, подогрею чуть-чуть. О, ребят. Вот с утра следов не было, вон выдра выходила. Вот. Здесь выходила, потом туда зашла. Может, наоборот, оттуда вынырнула и... Короче, пока мы ходили, и тут ходит зверек. Там бобры выше есть, здесь выдра, это выдра. Это не перепутаешь ни с кем. Ну что, поедем. Немножко подогрел. Надеюсь, доедем до рюкзака. Заправляться топливо не стал еще проверять. Если что, у меня полторашка есть. Да и бензина там полный бак вроде было. Все, поехали. Вот тут сырой участок, смотрите. Как бы на лед вода вышла.
Легко проехал, легко. Я думал, тут трудно его будет, но газовал. Почти на полную мощь, можно сказать. Ох, куда он поехал? Не слушается. Там совсем много снега на пустыре. Дыбом стал, едет. Все. Еще рюкзак возьму. Так что доехали. Доехали хорошо. Нафиг еще тащить на себе, когда техника есть. Нафиг. Техника зверь. Вот. Все. Ну, обратный путь пока снимать не стану тут. Самое главное, видели, как я сюда доехал. А обратно уже по своей колее. До развилки доеду, потом с развилки уже пошире буду ехать. Как бы бураницу пошире сделаю по возможности. Вот и все. Вот такое кино. Вот такое количество собрал чаги. Рюкзак полный и там еще, я не знаю, третья часть мешка. Там меньше, конечно. Вот, или сходить еще туда. Что-то хочется и колется, и... Может, схожу я еще туда. Где-то полчаса. Давайте, наверное, схожу еще туда. Пусть остывает. Возьму мешок. И топор. Да. Давайте схожу еще. Что-то не нагулялся я еще. Где вот я вышел, оттуда еще вот этот поворот посмотрю. Хорошее место тут. Думаю, еще может что-то найду. Цепил на голову камеру, потому что я там что-то увидел. Береза и вроде нарост какой-то. Вот дорога, которая шла вдоль реки. Я снова на ней. Ну и немножко уже осталось. Этот поворот единственный, наверное, тут. Быстренько пройду. Здесь чага или нет, потом непонятно. Ага, чага. Смотрите, блин, в таком месте. И как-то случайно заметил я эту чагу. Под елкой, под березой. Такое скрытое место такое. А вот когда твой, ты находишь. Вот так вот. Нашел. Приятно прям.
Но тут немножко уже осталось идти. Единственный, наверное, ну, река еще вон туда куда-то идет. Посмотрим, посмотрим. Здесь все открыто. А бобры здесь тоже уже не выходили. А вот где мотособака стоит, там выход был. Сейчас тут зигзагами пройдусь. Сперва в ту сторону схожу. Потом поворот, наверное, сюда идет река. И здесь уже будем выходить вот тут. Пока ничего хорошего я здесь не вижу. Такой пихтач место. Одни пихты. Такой тоненький берег. С двух сторон река. Ну, узкий я имею в виду. Не тоненький, а узкий. А мне надо вон туда идти. Не, нету. Место тут оказалось не очень. Видать, все, капец, ребят. Туда еще метров 30, наверное, сходил и обратно там. Там вообще ничего нету. А здесь уже по этой старице иду. Вон, начинал я вот с другого берега. Первоначально там выходил на этот сосновый бор. А сейчас там прошел круговую. Здесь уже выхожу. И тут кору снимали. Ну, березовую. Бересту. По пути, наверное, если попадалось, чагу тоже все собрали. А может и вообще их не было. Потому что я не увидел. Тут чисто ничего нету. Тут уже немножко, чуть-чуть осталось. Бля, опять начал потеть. И сейчас буду ехать, там наоборот буду мерзнуть. Ну ничего страшного. Сейчас уже путь будем держать домой. Это не то, что, скажем, надо ехать в избушку холодную куда-нибудь. А там уже дома будет тепло. Вот. Все, выхожу. Шабаш на сегодня. Вот то самое место, где бобры вот тоже выходили. Это собака еще недалеко тут осталась. Хотел поближе вам показать. Хоть поплавком рыбачь, все открыто. Вон там спуск у бобров. Угу. Ладно, спасибо, тайга, и на этом. Не пустые, возвращаемся. Нормально чагу собрал. Я доволен. И сейчас еще вот где-то грамм 700 одну штуку нашел. Вот они. Там кормились сразу же. Как бы ветки лежат на краю льда. Ночью выходят и кушают. Ночные они, зверьки, вот эти животные, не зверьки, а животные. Ну вот и все. Вот теперь точно все. Сейчас уже точно не остановлюсь никуда, чтобы вот, скажем, но если по пути только вот на глаза попадется, еду и увижу, обязательно там остановлюсь, но чтобы куда-то зайти еще, пособирать хватит. Вон там собака. Ну тут уже да. Для собаки вот тут уже много снега. Едет, но уже как бы надо газовать. Как бы он, гусеница крутится, но зацепления для него нету.
что где-то едет, где-то уже ему тяжело. Все. Поехал я обратно. Местами буду включаться. Может быть. Но основное я так, без съемки поеду. Так, ну что, если без подсоса. Отлично. Не остыл двигатель еще. Сразу завелся. Все. Этот угол я проверил. Сейчас спокоен. Тут уже больше делать нечего. Может, летом еще пройдусь, когда грибы буду собирать. Могу еще так пройтись. Может, еще где-то и увидим. Конечно, все я не нашел. Они есть. Ну а сегодня хватит. Все. Потихоньку я буду выходить по своей тропинке. Вот смотрите, как я ехал. Это с утра ехал я. Вон там развилка, короче, которая к реке идет. Дорога. Как кидала меня. По целине не так легко рулить, когда уже много снега. Сейчас вот еду, как бы стараюсь выпрямить вот эту тропинку. Как вам? Блин, так кидает. Глубокий снег, между прочим. Колея еще от УАЗиков. О, следы свежие. Тетерка, наверное, прошла. Косачий или тетерка. Это не рябчик. Покрупнее птица. Вот. Утром не было. Перекур. Набивает капитально сюда. Пусть остынет немножко и дальше вперед. На одном месте еще видел сейчас этот переход одной куницы. И все. Так что видел за сегодня одного рябчика. След. Вот тут или кополуха, или косач. И одна куница еще пробежала. И где-то еще, когда поднимался, след белки еще видел. Вот. Ну, не скажу, что уже 200% пустая тайга. Хотя куница вот этот, где бегает, можно капкан туда поставить, может и залетит. В принципе. Лиса, куница, они хищники. Их надо, если по возможности, добывать. Вот так. Кополуха, конечно, пусть живет.
размножается. Вот такая борозда остается, как бы стараюсь пошире сделать, но тяжковато. Лучше шире делать, бураном проехать. Бураницу это. Но вот так оставишь тоже. Если я сейчас 2 ряда так проеду, он немножко подморозит, и, знаешь, колея будет для собаки, чтобы уже в следующий раз комфортно ездить. Вот. Ну тут еще одна лужа тут остается, а вот здесь немножко вода поднялась тоже. Ну проехал, не провалился лед. Думал провалится. Еще там вот я чувствую, что вот лед провис там, и внизу или вода, или вообще там пустота какая-то. Надо вот там еще как-то проскочить, и все. Там уже недалеко. Где-то половина пути уже я проехал. О, нормально. Железобетонно, оказывается. Но кто его знает. Хруст я слышал, когда туда ехал. А сейчас ничего, нормально проскочил. Аккумулятор разряжается. Где-то, может, еще остановлюсь на минуту. Тут провал, смотри. Лучше там проеду. Здесь мостик. Тут мостик есть. Я и не почувствовал, я когда проехал, он все-таки провалился. Блин, на левый бок ложится, все капец. Че он? Бензин, что ли, закончился? Не должно. Еще вот это лужа. Но это безопасно. Тут уже надо пешком лучше. Да. Налево, бля, и глохнет. Уровень масла надо проверить. Че он там начал глохнуть. Небольшой наклон налево, и видите, как он сразу выключается. Надо посмотреть, где этот датчик стоит, и может вообще убрать. Провод дернуть. Начался снегопад сильный. Я уже почти дома. Вот. Сейчас буду переходить речку. И будем заканчивать этот поход. Поход получился на отлично. Мне понравилось. И надеюсь, вам тоже понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки и ждите новые фильмы. На сегодня все. Всем пока. Всем хорошего настроения. До новых встреч. До новых видео. А я уже газку. Если довезет, что-то он начал быстро. Чуть наклон, и не знаю, что случилось. Сейчас сядем и поедем.